Я вопрос у меня, наверное, в продолжении вопроса коллеги-блогера моего, да. Насколько мне известно, вы поправьте меня, если я ошибаюсь, здесь у нас распространен ханафитский мазхаб, да? Как известно, все-таки существуют какие-то попытки появления представителей других мазхабов, которые вот ведут как раз вот эту вот провокационную во многом деятельность. И как я слышал, Самарское вот это региональное духовное управление очень хорошо, очень активно как бы вот борется. Вы могли бы об этом рассказать, если есть такая возможность? Ну, как известно, в исламе есть 4 правовые школы, мазхаба. Вот есть мазхаб, ханафитский мазхаб, который распространен очень широко, и мы приверженцы этого мазхаба. То есть это Средняя Азия, весь Восток, в основном ханафитский мазхаб. Есть хамбалийский мазхаб, он распространен в Аравии. Есть маликийский мазхаб, он в основном Северная Африка. И есть еще шафиитский мазхаб, это Кавказ, Иран, вот эти страны Закавказья. То есть в этих регионах присутствуют представители и действует вот эта правовая школа. Но у нас нет никаких распри, никаких враждебных действий против друг друга. То есть мы мирно сосуществуем, лишь догмы, которые приводятся, либо так, либо так. Но здесь именно в каких-то, как объяснить вам... Правовых нюансов? Ну да, правовых нюансов нет таких. Есть отличия в поклонении. К примеру, во время молитвы, там, например, громко произносить «Аминь» у нас не положено, в шафиитском мазхабе, например, положено громко произносить. Например, одежда, в одеждах также, в шафиитском мазхабе, например, то, что шкуры выделенных животных, кроме овчины и телячьей шкуры, являются чистыми, остальные нечистыми. У нас же они все являются чистыми, кроме свинины, являются чистыми. Например, при дотрагивании до женщины, открытой частью руки, омовение по шафиитскому мазхабу портится, у нас не портится. Вот такие отличия, но в этом нет ничего такого, да, что нет таких проблем, мы не чувствуем проблем. Но есть еще такая секта, которая является ваххабизмом, течение ваххабизма. Салафит. Ну, сейчас это называется салафит, но это ваххабистское движение, которое, к сожалению, присутствует и в нашей среде. Есть такие люди, которые не признают никаких мазхабов, то есть им ничто не является законом, и они интерпретируют, например, Коран по своему усмотрению. Например, хадисы, они могут без обоснования, когда говорился этот хадис, когда он применялся, они берут его за основу и, применяя в своих каких-то догмах, они их используют, и потом получается то, что идет уже в разрез с принятыми, общепринятыми направлениями. И когда возникает конфликт, то они считают, что если человек не признает вот ихнего направления, то он для них враг, и можно пользоваться его имуществом, можно его обидеть, можно его даже убить, если он не приверженец ихнего направления. К сожалению, такое, так сказать, движение имеет место быть, но, слава Богу, у нас таких явных проявлений нет. Есть отдельные личности, которые проявляют себя таким образом, но таких крупных объединений этих людей, слава Богу, в нашей области нет.